персидская архитектура. Вот мы приехали в Индийские ворота, ребята, со своими однокурсниками. Вот, и сейчас посмотрим, как эти ворота выглядят. Пофотографируемся, ну, максимум час. И потом обратно пойдем в автобус, сядем и поедем в другую достопримечательность города Дели. Так, здесь, ребята, с левой стороны продают всякие сувениры. Indian Gate? Indian This is the way. Okay. Thank you. Вот. Такие вот места, ребята. Мы вот идем, уже потихонечку приближаемся. Мемориал Свободы и Индийские ворота. Вот Индийские ворота, мы сзади них находимся. В честь павших солдат эти ворота были построены, поставлены там. Окей. О, тут красиво, ребята. Тут красиво. Зелено, порядок, чистота. Вот так бы по всей Индии, да? Наводить такой же порядок. Такую же чистоту. Эх, русский язык, русский. Такую же чистоту наводить по всей Индии. Ну вот, ребята, я вам показал, значит, Индийские ворота, которые находились за моей спиной. Но было достаточно красиво, грандиозно. Теперь вот приехать в Индию и не посетить могилу выдающегося таджикско-персидского поэта Мирзо Абдул-Кодир Бедиль, я думаю, что это было бы с моей стороны большой ошибкой, поэтому я отделился от своей группы, я с ней попрощался до вечера, и сейчас вот с таксистом мы поедем в могилу Мирзо Абдул-Кодир Бедиль. Он знает, он сказал, что знает, и мы поедем туда для того, чтобы я помолился и заодно посмотрел. Я ни разу там не был, посмотрел, чтобы как там вообще состояние, как выглядит, и потом поехать в университет. Вот, сами знаете, это называется тук-тук. А? Тук-тук? Да, вот, значит, сели, да, проехали. Тук-тук, значит. В принципе, мне ехать недалеко, но за это я буду платить 150 рублей, ребята. Ой, 150 рупий. Ну, где-то 15-20 самуни. Так что, такие дела. Так вот выглядит центр города Дели. Это Нью-Дели, ребята. Есть Дели, где старая часть города. Есть Нью-Дели. Это вот новый Дели. Do you know who is Mirzo Abdul Qadir Bedil? Who is he? So you only know the address? Huh? Okay. Alright, so я многих спрашивал в Индии, знают ли они Зебунису, знают ли они Мирзо Абдул-Кодир Бедиль и других поэтов, писателей. К сожалению, они не знают. Связано ли это с тем, что Бедиль и Зебуниса являются представителями персидской литературы, персидской классической литературы, а не индийской, да? Или мусульманской, или с чем-то другим, я, честно говоря, не знаю, но народ мало осведомлен об этом. Но все знают, кто такой Шах-Джахан, все знают, кто такой Мирзо Бабур, все знают, кто такой Хумайун, вот эти вот, понимаете, представители Монгольской империи. Они очень известны, много здесь дворцов, архитектурных памятников персидского образца в Индии.
тем не менее для нас Мирзо Абдул-Кадир Бедель это самый выдающийся поэт персидской литературы. Мы его читаем очень постоянно, с удовольствием. Считается наилучшим образцом такой классической литературы. Его стихи высочайшего уровня. Поэтому мы поедем сейчас посмотреть, где он похоронен и как выглядит его могила. Вообще, есть там какой-нибудь построенный мавзолей, так сказать, или нет? I'm just going there for the pilgrimage. I am going to Mirza Abdul Qadir's shrine for the pilgrimage. Just say Allah Ta'ala make his life Jannat, because he was great Persian Tajik poet. So we love him, we respect him, we read him. That's why I'm going. He's beloved in my country. Huzuri maqdamat dar zindagi burhani man. You know this? This is his poem. This is one of his poems. Another one, Shugul. Yes, classical Persian literature. Yes, and Shugul dar vaqti piri mekashi khamiyaze hasrat makun eguncha sarfi khab shabhay javani ra. You okay with this? Thank you, my brother. Shukriya, tashakkur, rahmat, salamat boshid. Khub, khay. Yes. Джалла Джалалаху. Вот здесь у меня такое ощущение, что он доставил меня в неправильный адрес. В целом, вот это все, говорят, кладбище, ребята. Но я вижу могил только там, вот здесь, да. А вот тут пусто. То ли просто исчезли, да, все-таки 300 лет. Этой могиле почти 500 лет, самой могилы. Самой кладбище почти 500 лет, говорят. Но могиле нашего поэта больше 300 лет. У меня такое ощущение, что у этого человека что-то такое есть. Молится. Я вот пришел сюда, уже час, полтора часа молится. Не знаю. Мы вышли из кладбища, ребята. Сейчас идем в метро. Надеюсь, я его найду, это метро. Сказали 2 километра идти туда, и там будет метро. Вот и иду. О, что это такое? Бхарат Мандапа. Да, кстати говоря, ребята, в последнее время в Индии или в Индустане, как мы говорим, да, проталкивают название Бхарат. То есть индусы, то есть не мусульмане, да, Индии, которые составляют большинство населения Индии, считают, что их страна должна называться не Индустан, а Бхарат. Вот, это вот такое индуистское, индийское название. Они так считают. Поскольку, ну я не знаю, с чем это связано, но можно примерно догадываться, что это персидское название и не отражает видение индусов, название страны, Индустан. Поэтому потихонечку во многих местах уже я замечаю, что не допустим Индустан Мандапам, да, а Бхарат Мандапам. И во многих местах в Дели это уже потихонечку начинает встречаться. И я думаю, что в будущем они будут в этом направлении двигаться. И, возможно, еще и поменяют название страны с Индийской республики, наверное, на республику Бхарат. Или Бхарат там на русском, да. Почти, ребята, 70 или 80, ну, сейчас 80% всех названий, табличек, рекламных каких-то роликов, значит, билбордов на улицах Индии, они написаны на английском языке. Ну, где-то я тоже видел вот этими буквами индийскими.
но в основном на английском. 80% по моим наблюдениям. Везде на английском языке. Вот, мы говорили, что Индия является после стран, англоговорящих стран, второй страной в мире по числу людей, владеющими английским языком. Но как-то у нас были сложности с этими таксистами, другими, объясняться, которые вот жили, так сказать, живут в Индии. Мы не могли объясняться, недопонимали друг друга. И я пришел к такому выводу, что только те, которые учатся или учились где-то там в университетах, вот они владеют действительно английским языком, и они могут как бы помочь. А остальные так на уровне «привет, пока», что это такое, они могут сказать, но так ясно, явно объясняться и понять, что вы спрашиваете, хотите, они не знают. Но они могут сориентироваться на эти международные слова, интернет, там, метро, андерграунд, что-то такое. Они понимают, что человеку нужно добраться до метро, они могут показывать. А так, чтобы хорошо понимали по-английски, нет. Ну и, наконец-то, я иду в метро. Найду ли я свою остановку? Посмотрим. They are having fun, right? Yeah. Вот, вам нужно будет приобрести вот такой электронный билет, ребята. Мне нужно ехать до Джахангирпури. Вот. Приложите вот сюда. Открывается. И идете в метро. Вот. Мне ехать, по-моему, примерно час. Я немножко дорогу, ребята, перепутал. И доброжелательный, так сказать, индус мне помог и сказал, что я должен отправиться сюда. Такая вот платформа, ребята, индийская. Мы ждем, значит, поезда. Приедет вот с той стороны. Поедем туда. Раджив Човк какой-то. И оттуда потом поедем в Джахангирпури. Вот. Едет наш поезд, ребята. Заходим. И нам, короче, вот с этой точки нужно добраться до вот этой Раджив Човк. Вот. Видите желтую линию? И потом оттуда нам нужно добраться до Джахангирпури. Welcome to India. Прохладно. Внутри поезда прохладно. На улице ужасная жара. Вот этот парень тоже счастливый. Видите? Смеется, улыбается парень. Кондиционер здесь включен. Очень хорошо прям охлаждает. Видите? О. Здесь прохладно, чем на улице. Потому что мои друзья выходят. Вот. Это Индия, ребята. Индия. В продолжение по надписям, ребята. Видите, там тоже все на английском, ну и на индийском. И вот я вижу такие надписи предупредительные, видите. Please offer your seat to someone who needs it more than you do. А насколько соблюдают и читают, да, это я не знаю. Не готов пока сказать. Но из того, что я вижу, молодежь пока стоит, а вот взрослые сидят. Это хорошо, это правильно. Я немножко запутался, ребята. В общем-то, в Индии в метро такая система. Короче, в одном вагоне вот там мужчины, а в другом женщины. Вот. А я стоял там. Вот там стоял, где женщина. Потом одна женщина мне говорит, вы не можете, вам нельзя здесь находиться. Я говорю, почему? Потому что вагон для женщин предназначен.
Для меня это был культурный шок. Я не понял, вы серьезно или шутите? Или серьезно? Потом сюда пришел. Вот. Дело в том, что ну вот какой-то случай был, скорее всего, у них в метро с харассментом связан. И поэтому решили первый вагон любого поезда и последние два, значит, отдать женщинам, а в середину, да, со второго и до последние два мужчинам. Так что мужики здесь будут находиться. Девушки там. Ну что ж, пересели из метро на автобус, ребята. Вот. Значит, для женщин, я не знаю, по всей Индии или только в Дели, автобусы бесплатные. Такие вот льготы для них. А мужики платят. Так вот выглядит автобус. Вот, я приехал в свой кампус. Вы, ребята, берегите себя. До свидания. Наша встреча, ребята, в Дели на этом завершается. Да, может быть, в некоторых других местах мы с вами не были, потому что такая жара стоит, наверное, уже видно, да, мне по лицу сразу, что из-за этой жары, ну, невозможно было планировать куда-то еще дополнительно пойти. Но, тем не менее, считаю, что мы с вами погуляли по Дели, увидели практически все главные основные места. Я так понял, что пользоваться такси иностранцам немножко обходится дорого. И, значит, вот эти рикша тоже, они потому что за километр берут, по-моему, 10 рупий за километр. А Индия, точнее Дели, большой город. Вот из Нарелы или там других точек вам добраться до центра это 400, 500, а то и 600 рупий. Вам не стоит так платить. Я думаю, нужно пользоваться метро. Вы платите 30 рупий, катаетесь по всему Дели. Вот это для себя имейте в виду. Ну и заключение, конечно, что путешествуйте обязательно дальше октября по Индии, по апрель, ну, начало мая следующего года. Ни в коем случае, как я, в июле, в августе не приезжайте. В июле, в принципе, жарко во всем мире, не только в Индии, да. В ваших странах и в Таджикистане в том числе. Но я просто приехал по курсу, так совпало, что курс был у нас в конце июля, начале августа. Поэтому я попал в такую жару. Вот. Но, тем не менее, если бы я самостоятельно планировал, я бы, конечно, ну, минимум середину, выбрал бы середину октября, начало ноября.